Привет. Ну вот, я приехала, приняла твое приглашение. Вот он, красавчик. Наконец-то я его увидела собственными глазами. Медицинский центр, да? Да. Центр семейной медицины. Да, вот смотри, вот этот участок. Сейчас, подожди. Рассказывай теперь. Начнем Вот прямо. смотрите, прямо начнем с въезда в нашу поликлинику. Посмотрите, какой огромный участок. Почти 2000 квадратных метров. Это вот здесь. Сейчас мы производим озеленение. Вон посадили деревья, яблоки, сливы. 50 этих посадили уже. Уже, видите, они уже зацвели, принялись. Теперь пойдемте, я вам покажу нашу поликлинику. Здесь 5 входов, 5 выходов отдельно для скорой помощи, для туберкулезных больных, для инфекционных больных. Вход в рентген-кабинет, там у нас рентген и флюра. В общем, мы его строили год и 9 месяцев. Год и 9 месяцев практически я провела здесь. Все, что я когда задумала, поставила цель и исполнила желание населения и нашего коллектива. Мы думали, что это будет где-то года 2-2,5, но мы так уложились. И вот посмотрите, даже снаружи, а вечером какое освещение здесь. Тут сюда люди приходят, мамочки с колясками, они здесь просто отдыхают. Вот сейчас главный вход. А какое сколько населения прописано у вас? У нас уже где-то около 26 тысяч населения, но сейчас нам сдают дома выше Южной магистрали. Там где-то около 25 девятиэтажных домов. И сейчас приходит население, которые вот жили вот в Аларче, в Ордо. Сейчас все, даже те пациенты, которые обслуживались в спецполиклинике, они сейчас все приходят сюда. Так, вот наш самый вход. Здесь у нас находится фильтр-изолятор. Ну, сейчас можем его открыть. Здесь у нас находятся коляски. Здесь есть у нас каталки. Вдруг, если приезжает такой пациент, они сразу, значит, отсюда прям заходят уже в эту поликлинику. Это регистратура. Здесь у нас аптека. Вот. Здесь пациенты ждут карточки. Сейчас у нас идет акция «Проверь давление». Вот так. Да. И вот это у нас первый этаж. У нас есть нулевой этаж, первый этаж и третий этаж. Да. Да, вот здесь сразу я вам покажу, да. Ну, здесь у нас пациенты лежат. Это если врачи сделали направление, получили лечение, они здесь у нас могут с 8 часов до 5 часов получить здесь помощь. Так, здесь у нас это кабинет семейного врача. Здесь вся техника, Раньше, я помню, вся мебель. компьютер был на весь центр семейной. Теперь у нас 55 компьютеров, столько же принтеров, в том числе и цветные принтеры. Вот. И все это сделано, так как это кабинет семейного врача, здесь обслуживают буквально всех пациентов. Здесь у нас лифт. Да, у нас здесь есть лифт. Вот такой хороший у нас лифт. И мы сюда в основном, конечно, пациентов, которые прибыли на колясках, мы их всех сюда завозим в нужные кабинеты. Вот. Здесь у нас процедурный кабинет. С утра сюда пациенты приходят, получают, сдают анализы здесь. Теперь мы их никуда не возим. Да, у нас есть теперь своя лаборатория. Лаборатория практически оснащена всем тем оборудованием, которых даже нету в других поликлиниках. Вот. Здесь у нас кабинет стоматолога.
Дети получают бесплатное обслуживание, пенсионеры получают бесплатное обслуживание. Ну, мы не У нас, ходить, да. да, здесь у нас несколько кабинетов, я извиняюсь, у нас несколько кабинетов гинеколога, это одна из них. Полностью оборудовано всем необходимым инвентарем. Полностью все. И всем необходимым. Да, техника, мебель, все оборудование, здесь все новое. Это лаборатория, вот та, вы видели, да, где в процедурной они берут анализы, и здесь уже идет подготовка к результатам. Посмотрите, Лена. Да, это анализатор. За 6 минут производится 50 анализов. За 6 минут. То есть теперь вот посмотрите, у нас здесь уже пациенты не бегают ни в какие поликлиники, больницы. Теперь они полностью, практически у нас проходит чекап. Вот так. Да. Да. На амбулаторном уровне. Теперь это все. Здесь они оплачивают какую-то... Здесь какая вообще стоимость этих анализов? У нас все, если застрахованные граждане, 50%. Пенсионеры, они у нас бесплатные. Есть у нас анализы, которые вообще бесплатно. Это анализ крови, анализ мочи, там вот это все. Осмотр врача, это все бесплатно. Как положено. Да. Да, дальше. Это у нас кабинет врача-лаборанта мы взяли. Да. Так, здесь у нас такие великолепные мойки вообще, дистилляторы. У нас вообще этого никогда такого не было. И сейчас это все у нас есть. Вот. Сказка. Это не сказка, это мечта была. Это да. Здесь у нас, чтобы далеко не ходить, здесь у нас установлены холодильники. Это все здесь сохраняется температурный режим. Вот сюда пройдите, посмотрите. То есть это холодильная комната. Это вот где мы храним реактивы, все такое. И туалеты. Вот, поэтому... просто, вы знаете, это не мечта, Лена, это не мечта. Это вот ощущение такое, что я вообще как будто очутилась в другом мире. Я вот была в Европе, если ты помнишь, мы, ездили и в Турцию, смотрели. Я всегда думала, как это можно будет сделать вот у нас? И у меня это получилось, ты понимаешь? Получилось. Не верю до сих пор. Да, здесь у нас инфекционный кабинет, здесь у нас сидит врач-инфекционист. Принимаем заявки, все уведомления, все, что нужно, мы вот... Полностью, да. Нам, передают из других районов, если это наши пациенты. Здесь у нас находится... кабинет, где у нас работают с туберкулезными больными. Да, это отдельно. И знаете, что самое главное? У нас здесь отдельный выход пациента. Вот, посмотри, Леночка, вон, где они делают забор мокроты, и никуда ни с кем они уже не соприкасаются, не смешиваются. И вход. Так, пойдемте дальше. Вот, так что здесь у нас кабинет УЗИ. Сейчас только новую кушетку еще привезли. Здесь у нас врач УЗИ сидит, тоже оборудование классное. Хватает вам своих специалистов? Нет, конечно, узких мы еще как-то набираем, но они работают где-то в частных клиниках, приходят сюда, отрабатывают там где-то 0,5, где-то 0,75. Но нам катастрофически не хватает семейных врачей.
Ну, никогда такого не было, просто не было. Я не знаю, почему так, но я считаю, что это из-за того, что низкая заработная плата медицинских работников. Ну, средняя зарплата какая сейчас? Ну, вот, например, санитарка у меня получает на руки 18 тысяч, а медсестры получают 22-23 тысячи, врачи получают около 30. Ну, не все. Вот. Все оборудовано, кондиционеры, Зарплату то надо есть повышать. обязательно, обязательно. Ходить, Да. работать в таких шикарных условиях. Да, отопление у нас шикарное. Мы вот нам поставили итальянские эти как его называют там. Это можно все регулировать. Хочешь такую температуру, хочешь такую температуру. То есть все это здесь настолько продумано, что все. Это дезинфекторская, у них там все свои ихнее оборудование для того, чтобы все эти отходы, там все это. Здесь у нас гардеробная. Вот. Это персонал, да? Нет, это для пациентов. То есть они могут прийти? Прийти, здесь номерочки взять и проходят в кабинеты. Да. Так, вот у нас перевязочная. Мы извиняемся. Это перевязочная. Здесь все. Коагулометр, отсосы. То есть есть все. Вот прям вот нет Как в травматологическом, где у нас есть же травматология круглосуточная. Вот примерно так. Мы извиняемся. Здесь пациентка раздетая. Помимо этого у нас еще есть это гипсовальня. Тут еще гипс. Пациенты, сразу не обращаясь в 4-ю больницу, в травматологический пункт, они приходят сюда, у нас здесь делают гипс, все это у нас есть. То есть наши пациенты находятся здесь все. Смотрим туалет. Туалеты. И таких туалетов у нас 16. Вот такие туалеты. Вот посмотри, вот здесь вот. Вот, все здесь. Все для них. Ну да. И холодная, и горячая вода здесь все есть. Сюда сбрасывают мусор. Ну, да. Как в Европе, да. Точно такой. Это мужской, а это женский. Ну, такие же. Все здесь. И горячая, и холодная вода. Все здесь есть. Так. А вообще, кто спланировал такой прекрасный центр? Я многие вещи, я уже заранее знала, как примерно оно будет, что нужно делать, вот, как это можно все это совместить. То есть я уже давно это держала в своей голове, вот, и очень много таких, где мы взяли откуда-то, оттуда-то, и, в общем, мы все это скомпоновали, и у нас получилось все, что мы хотели сделать для всех. Здесь у нас это руководитель ГСВ, да. Видите, уже в каких условиях? Условия хорошие, правильно? Моя фамилия Сагынбаева, Алтынча Сагынбаевна. Я являюсь руководителем ГСВ-13. Теперешние наши условия работы не сравнить прежней. Мы рады, даже нам не верится, что мы можем в таких условиях работать. Нам очень нравится, нам очень приятно идти утром на работу. На работу идем как на праздник. Да. Слава Богу, наверное, уже не думали, что придется поработать в таких Да. условиях. Я уже в медицине уже больше 50 лет, но в таких условиях работаю я впервые. Мы раньше работали, у нас были условия страшные. Во-первых, зимой было холодно, туалет был на улице, мы ходили на улицу. В общем, наконец-то мы дождались. Это вот кабинет окулиста. Ну, здесь все опять-таки новое. Вот здесь есть все это оборудование. Здесь она тоже прием осуществляет пациентов. Вот.
Так что все у нас. Вот это оборудование, вы как закупали, это у вас был, ну, я не знаю, какой-то счет, дополнительный спонсор, или это были бюджетные средства, как вы вообще решили? Ну, в общем, мы их купили. Ну, в общем, мы их купили. Зачем там лишний вопрос? Лишние вопросы зачем? Зачем вы говорите про эти? Так, да. Здесь это кабинет старшей медсестры тоже. Так, здесь у нас находится врач дневного стационара, то есть наши врачи выписывают лечение, они приходят сюда, к нашему врачу, она оформляет историю болезни, смотрит, совпадает ли это диагноз или не совпадает, согласна ли она с этим лечением или не согласна, и только после того, когда будет оформлена история болезни, они направление дают медсестре дневного стационара. Так, здесь у нас тоже сидят семейные врачи. Сидите, работайте. Вот, ну тоже все здесь есть, и ростомеры, и пеленальные, и все, что нужно для работы с семейным врачам, здесь полностью все это оборудовано. И с отдельного входа рано утром сюда делают доставку молочных продуктов для новорожденных. Они здесь все это приходят, у нас здесь есть холодильники, все, что нужно для того, чтобы соблюдать здесь чистоту, то есть полная дезинфекция здесь у нас. Вот, соблюдаются все санитарные условия, и мамочки отсюда забирают питание для своих детей. И их становится сейчас больше и больше. Вот. Оттуда, с первого этажа, мы можем с этой двери, с этого входа спуститься в рентген-кабинет, флюорокабинет. Ну, мы вам покажем еще отдельный вход. Пойдемте. Это удобство? Это удобство и для пациентов, и для сотрудников, и для сопровождающих пациентов. Теперь пойдемте на второй этаж. Вход и с той стороны, и с этой стороны. Да, идем на второй этаж. И второй этаж у нас. Ну вот. Но здесь немножечко есть недоделки. Из-за того, что было построено зимой, у нас сейчас вот эта краска отпадает, сейчас будет снова шлифовка, но это все доработается. Тут есть, значит, тоже сидят наши семейные врачи. Я извиняюсь. Здесь идет... Да. Нет, у нас 13 и 14. Здесь у нас тоже кабинет руководителя ГСВ. Это Эльмира Уролбековна, наша любимая. У нас прививочный кабинет, где, значит, делают прививки всем нашим маленьким деткам. Вот пройдите сюда. Я хочу кетчуп. Сюда приходят наши, да. Ну, потому что уже утром как это, да. Здесь у нас эти холодильники, у нас здесь тоже сохраняется температурный режим, установлен кондиционер. То есть все, что нужно для работы, здесь есть все. Вот, и вся мебель, все, что это нужно, значит, для работы, у нас здесь есть все. Здесь у нас есть массажист, массажная комната. Ну, сейчас, вот маленького ребеночка, можно посмотреть, да. Ну, не будет это лицо. Они здесь делают массаж, начиная от новорожденных и кончая взрослыми. Отлично, ну не будем мешать. Да. Побежали мы. Помашите ручкой. Здесь у нас кабинет здорового ребенка. Сюда мы приглашаем наших мамочек и проводим здесь обучение. Как надо воспитывать, выращивать, и чтобы эти детки были здоровыми, они здесь получают прям огромную учебу, лекции, семинары здесь. И у нас где-то до 20-30
человек каждый четверг, не четверг, в среду собирается здесь. Так, ну теперь это моя большая гордость здесь. Это наш физиокабинет. Так, вот физиокабинет. Вся аппаратура здесь новая. Вот, посмотри, даже и магнит есть, вот пациентки сидят. В семейной медицины был такой кабинет. Ха-ха-ха. Вот здесь. Все, в общем, здесь все новое, все оборудование. Даже ЭКГ здесь есть. Мы поставили в случае, мало ли что, но у нас теперь здесь есть свой кабинет. Вот. И к физиокабинету относится у нас еще кабинет лечебной физкультуры. Мы сейчас занимаемся оздоровлением наших пациентов. Да. Самое главное здоровье пациента в чем? Чтобы они получили профилактику. Это вот наш врач-инструктор ЛФК и врач-физиотерапевт. Заходите. Вот. Утром рано сюда приходит наше население. Здесь проходят занятия. И здесь наша врач-доктор, она занимается с ним. Вот сейчас телевизор забрали, вот здесь еще большой телевизор, и у нас будет теперь на флешке для каждого своя программа. Вот у нас даже вытяжение есть для позвоночника. Ну, поздравляю вас, вы молодцы. Я думаю, что никто в стране не может похвастаться, да? Не знаю, но я хвастаюсь. Я Жармухамедова Расхан Бекбулатовна, врач-физиотерапевт и врач ЛФК. Что я хочу отметить в нашей программе? Физиопроцедуры, аппаратура у нас совершенно новая, магнитотерапия очень хорошая. УЗТ у нас хороший, просто новые уникальные аппараты. И уникальные вот это все мы подключаем. И по ЛФК у нас уникальная программа. Мы делаем, я лично делаю не по суставам или там по заболеваниям. Я считаю, что заболевание это общее, начиная с шеи до пят мы делаем около 1,5 часа, час-полтора, кому как. Мы делаем полностью это самое, лечебную физкультуру. Очень помогает. Результаты просто шикарные, хорошие. Потому что любой, даже остеохондроз, грыжа шморли и грыжи всякие, они лежат на позвоночнике, и мы делаем, освобождаем позвоночник постепенно, не резко, как там мануальчик или что-то. А мы постепенно, эта программа апробирована сейчас вот в течение полгода. И очень уникальная, и очень хорошие результаты дают у нас сейчас. Даже 70, 75, 76 приходят с инсультом, и они просто встают и уже ходят хорошо, и уже просто благодарны. Несколько раз сами приходят на эту программу. Приписка пациентов у нас здесь осуществляется по желанию. Если этот пациент даже находится в другом районе или черте города, он может прийти к нам, приписаться. Мы их приписываем в нашу сюда поликлинику, и они, если, опять-таки, согласно ФОМСовским приказам, согласно это, они получают полностью здесь все, и осмотр, и лечение, и консультацию. Так, я извиняюсь сейчас. Это кабинет невролога. Такой большой, просторный кабинет. Здесь у нас кабинет эндокринолога. Она сейчас вышла, что ли, куда-то. То есть такие просторные, большие кабинеты. У каждого есть свой кабинет, да. Лор тоже узкого специалиста. Но вот сейчас мы ждем оборудования. У нас к нам поступает лор-комбайн, который тоже есть в частных. Да, теперь будет здесь. Вот.
Здесь у нас центральная стерилизационная. Я просто мечтала об этом еще тогда, сидя в старом кабинете. Там у нас его даже и не было. Вот сюда приносят все, что это отработанное, все. Здесь проходит стерилизацию. Здесь тоже мы поставили дистилляторы, то есть здесь есть все. Вот. И сухожировой шкаф. И у нас еще 2 автоклава. Вот, мы новый купили, у нас тот еще рабочий. Да, это медсестра Джазгуля, которая обслуживает. Сейчас у вас там заряжено, да? Здесь заряжено, да. А это вот новое. Это вот новое. Ну да. Вот. И здесь у нас стерильная зона. Сюда приходят, забирают простерилизованные все биксы. И вот сюда все это отсюда получается. То есть поточная система. Да, 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 да. Ну, это тоже была моя мечта, иметь такие кабинеты, потому что все это соответствует нашим приказам. Вот, и мы это сделали. Здесь тоже мы извиняемся. Это, да, на приеме. Здесь кабинет гинеколога. А вот здесь, сюда пройдите, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Мечта. Да. Для каждого врача. Смотровая это. Прям как в частном. Да, да. Да. Здесь у нас кабинет иммунолога. Здесь с нами работает Ира. Это самый грамотный профессиональный иммунолог города. Она с нами. Вот, она все занимается прививками, там все это, вот это. Да. К нам даже цитологи пришли. Теперь мы цитологию сами смотрим. Вот, дальше пошли. А конференц-зал это открытый? Так, едем в лифте. Сфотаемся пока, да? Мы уже в этом здравоохранении, тут динозаврики. Сейчас мы спускаемся на нулевой этаж. Что ж, у нас пациенты, например, лежачие, неходячие, мы их на лифте все это провозим к тому месту, где нужно это. То есть, да, все предусмотрено. Вот, здесь у нас, здесь есть бельевая, гладильная, прачечная. У нас никогда в жизни такого не было. У нас есть сушилка, у нас есть автоматы стиральной машины. То есть мы сейчас все это делаем сами. Так, это наш конференц-зал, где мы сейчас проводим наши планерки утренние. И здесь все, да, все установлено, есть компьютер, все это. Здесь созданы все условия для наших сотрудников. Поэтому очень удобный кабинет, зал, так скажем. Все здесь, и кондиционер, все есть, и интернет есть. Вот, сейчас ждем интерактивную доску. У нас еще довозится еще оборудование. И мы будем упакованы прям по самой, наверное, я не знаю, ну, по самой той мечте, о которой мы говорим. Так. Вон ее микроскоп, она здесь проводит цитологические анализы, смотрит, проверяет. И такие же кабинеты для персонала, кабинеты для медсестер, где они могут сами после работы, в общем, ну, как бы... И как комнаты отдыха, они приходят здесь сами это. У нас есть ноутбуки, они приходят и начинают здесь то, что не доработали,
Они приходят и здесь сотрудников. Вот посмотрите, у нас здесь есть и печи, и микроволновые плиты, у нас здесь и холодная горячая вода, посуда. Время перекуса лепешкой. Да, у нас 20 минут перерыва, они успевают здесь все разогреть, приготовить. Здесь есть все. Я поехала на Дурдой, закупила им посуду, тарелки, бокалы, все, что нужно, вот ножи, эти, чтобы нарезать эти доски, вот ложки, вилки. То есть они, никто ничего сюда не заносит. Все Да. здесь... Не надо из дома. Нет. А здесь они у нас, вот, они здесь все это разогревают, передают сюда. И здесь у них обед. Сейчас собираются на обед люди. Вот. Здесь у нас касса, здесь у нас кассир. Принимает оплату. Все здесь по QR-коду. В смысле, наличный расчет мы не принимаем, мы работаем только по безналичному расчету. Здесь у нас стат-кабинет, где это, ну, как информационный кабинет. Здесь у нас сидит, да, Диляджей, уже давным-давно работает. Здесь работают операторы. Вся наша работа вот в этих компьютерах. У нас там еще есть огромная серверная на 500 телефонов. У нас есть внутренние телефоны, у нас есть цифровые телефоны. Таких телефонов в каждом кабинете. И внутренние, и цифровые. Есть городские телефоны, куда могут обратиться пациенты, чтобы заранее записаться и прийти в положенное время. Пойдем, я сейчас рентген покажу, и все на этом. Это дорога в рентген-кабинет, да? Да, это дорога. К ним мы можем подъехать и на лифте, и с улицы, и колясочники здесь добираются. Ну, короче говоря, сюда есть очень много входов. Так, вот это рентген-кабинет начинается. Здесь вот пациенты у нас сидят. Здесь кабинет, ой, она вышла, оказывается, кабинет рентгенолога. Здесь у нас пациенты раздеваются. Вот столько у нас кабинетов предусмотрено. Раздеваются, когда идет вызов. Они заходят сюда. Съемка вот эта. Вот. Да. Вот. Вот. Для удобства пациентов, если что-то нужно будет сделать, мы подкатываем сюда кушетку и ложим пациента так, как удобно сделать хороший снимок. Вот. Здесь делается и флюоро, и рентген. Вот. После того, как она сделала эти снимки, это по компьютеру передается онлайн врачу. Онлайн-врач смотрит эти все снимки, результаты отсылает нам. Мы можем даже это все отослать пациентам. Да. Вот эти двери, они стоят $15 000. Мы его привезли с Алматы. И таких дверей мы привезли 2. Специально для рентген-кабинета. Стены, все это сделано, чтобы вот не было никаких излучений, то есть чтобы и для пациентов, и для самих сотрудников здесь предусмотрено все.